жаңа жасалды. Енді назар аударсаңыздар, әріптестер, бүгінгі кейінгі кездері біздің орталықта жаңағы мен түсіндіріп өткендей, назар аударыңыздар, бізде енді барлық тірі ағза осы көктем барлық тіршіліктің барлық функциялар дейміз ғой, бәріміз экология биологияға жақын болғандықтан тірі табиғат аясында біздің балалардың көбі осы енді жануарларға жақын болады. Соның мақсатта біз енді олардың қызығушылықтарын ескере отырып, оларға енді таным жорықтардың түрлі нұсқасын ұсынамыз. Назар аударсаңыздар, бірінші бізде шоулық, екінші тақырыптық, оқулық, экологиялық деп бөлінеді. Және сонымен зерттеулік, өлкетанушылық және танымдық деп бөлінеді. Әрбір бөлімде мұғалімдеріміз, әдіскерлеріміз, меңгерушілеріміз, тіпті мен, басшымыз, ешбір орталықтағы маман иесі мен өткізбеймін деп айтпайды. Оқушыларға дейін, экскурсовод оқушыларымыз да бар, тамаша экскурсия жүргізетін, біркелкі бір таңда өткізе аламыз. Және әрсен өз екі тілде жүргізіледі. Келесі назар аударсаңыздар, міне түрлі шеберханаларда балалар жұмыс жасауда. Бұл көбінесе бізде білесіздер, түрлі жаңағы айтып кеттім мен, балалар жыл аясында өткізілген шаралары, қолдан жасалған бұйымдар, театр шеберханасы, көкөніс дақылдарының шеберханасы сияқты үлкен іс-шаралар жүргізілген. Мына жерде мектептермен жүргізілген іс-шараларымызды назар аударылған болады. Енді көбінесе жаңа айтып кеттім, сіздерге ерекше қажеттілігі балалармен, сонымен қатар балалар үйінің тәрбиеленушілерімен жұмыс жасаудамыз. Биылғы таңда бізде 3 жылдан астам наставникке жұмыс жүргізілді. Бұл таңда бізде нөмір 8-ші балалар үйінің жұмысымен балалар үйінің тәрбиеленушілерімен жұмыс жасаймыз. Оларды көріп отырсыздар, жаңағы пониға міну арқылы, балалардың тікелей өздерінің жан дүниесін таныстыру арқылы, жан дүниесін ары қарай балалардың енді сезіндіру арқылы, қызығушылықтарын арттыру мақсатында көбінесе бұл балаларға өте көп көңіл бөлінеді. Әрине бұл балаларға бағдарлама жеке жасалады, әр баланың қызығушылығын арттыру мақсатында. Мына жерде енді назар аударсаңыздар, орталығымызда биылғы таңда өзін-өзі басқару бағдарламасын ұсынды. Өзін-өзі басқару белсенділері, мәдени-бұқаралық сектор, ақпараттық сектор, спорттық сектор, сауықтыру тазалық секторы жұмыс атқаруда. Көріп отырсаңыздар, міне бізде қыркүйек қазан айында орталыққа балалардың өзін-өзі басқару үйі құрылады. Сол өзін-өзі басқару үйіне қабылдау рәсімі, жинақтар қатарына қабылдау рәсімі ең алғашқы болып біздің іс-шараларымыз болып табылады. Мына жерде көріп отырсыздар, жаңағы жазғы уақытта біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз бұл лагерь жаңа айтып кеттім, 2002 жылдан бастап бізден жұмыс жасауда. Енді алыңғы жылдары 600-ден бастан бала болса, биылғы таңда біз бүкіл жұмыла отырып 2,5 баладай биыл бала қабылдадық. Келесі назар аударсаңыздар, мына жерде бізде өткен жоғары оқу орнынан балалармен өткен үлкен республикалық конференция. Бұл жерде біздің мұғалімдеріміз барлығы, яғни Әділқазы алқасының мүшелігіне енеді. Сонымен қатар жоғарғы оқу орындарымен тікелей жұмыс жасай отырып, тек қана олардың ғылыми диплом жұмыстарын ғана ескере отырмай, сонымен қатар оларды алдағы уақытта біздің орталыққа, яғни жас маман ретінде қабылдауға үлкен мүмкіндік туғызады. Яғни орталықтың үлкен студенттерге де үлкен мүмкіндік береді. Келесі назар аударсаңыздар, енді бұл жерде біз орталық республикалық эколем, темірқазық, балалар журналына табиғаттың тылсым сыры тарауында жетекшілік жасайды. Бұл жерде балалардың енді жыл сайынғы жасалған жұмыстары, ғылыми жұмыстары, зерттеулері, бағыттары, түрлі жеңістері, балалардың бақылаулары осы журналдарға бірінші беттеріне енді ұсынылады. Әрине мұғалімдер мен оқушылардың жұмыс істеу мақсатында. Келесі бұл жерде сонымен қатар түрлі телевидениялар керек, бізде телеарналар. Бұл жерде жаз мезгілден бастап қыс мезгілі
мезгілде біздің балалар өздерінің мақалаларын экокурьер, дружные ребята сияқты республикалық танымал газет журналдарына жариялап, өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп отырады. Келесі назар аударсаңыздар, демалыс уақытында бізде каникул деп атаймыз, күзгі демалыс, қысқы демалыс және көктемгі демалыс ұсынылады. Бұның негізгі мақсаты біздің баланың бос уақытын тиімді ұйымдастыру және балалардың айтады ғой, экология, биология бағытына тарту. Көптеген балалардың ата-аналар өздерінің өтініштері демалыс кезінде біздер орталыққа келіп, табиғатқа жақын болсын, табиғатты аялап білсін деген мақсатта бізде өтініш беріп жатады. Келесі, назар аударсаңыздар, енді мына жерде жаңағы мен айтып кеткендей жазғы каникул кезінде балалардың жасаған жұмыстары көрсетілген. Мына жерде міне біздің орталық тек қана қосымша білім беру ғана орталығы ғана емес, сонымен қатар осы орталық бізде үлкен республикалық біліктілік арттыру курстарында площадкасы болды. Мына жерде жан-жақтан мұғалімдер, әріптестеріміз, педагогтар келіп, әдіскерлер келіп, басшылары келіп, мекеменің басшылары келіп, біздің осы тәжірибе жұмысын алмастырып, жұмыстары жүргізілді. Бұл ретте біз әрине бұл қосымша білім беру әдістемелік орталығы ұйымдастыруымен бірге жасаған жұмыспен бірге атқарылды. Көбінесе біз көріп отырсыздар, енді өзіміздің территориямыздан бастап, бірінші территориямызды есігімізден бастап, кабинеттеріміз дегеннен бүкіл территориямызды таныстырып, осы біліктілік арттыру курсында мұғалімдерге жан-жақтылығымызды көрсеткен болатынбыз. Келесі, назар аударсаңыздар, енді тәрбиешілердің әрбір баланың жемісі, білесіздер, мұғалімнің жемісі деп айтамыз. Сондықтан биылғы таңда балалардың, көп балалардың мақтанышымыз, үлкен балалар республикалық, халықаралық деңгейде көрсеткен білімдерін ескере отырып, біздің оқушыларға үлкен жарыстарға қатысып, марапат алып жатыр. Биылғы таңда енді оның ішінде біздің түлектеріміз де бар. Көптеген түлектеріміз медицина университетінің студенті, көптеген биология ғылымдарының докторы, яғни биология, экология бағытында жұмыс атқарылып келе жатыр. Енді бұл біздің мақтанышымыз деп айтамыз. Себебі мұғалімнің еңбегі ол балалардың болашақтағы айтады ғой, енді кәсіптік жолын алға таңдауы. Кәсіптік жолын таңдап, біздің мұғалімдеріміздің атқарған жұмысы осы ретте көрінеді. Келесі, назар аударсаңыздар, тек қана енді орталығымыз 2-6 гектар алып жатқандықтан көптеген қонақтар келіп жатады, әкімдер, түрлі министрлер, посолдар келіп біздің орталыққа енді қонақ ретінде келіп, өздерінің алғыстарын жазып, көптеген енді біз орталықта, биология орталық Семей қаласындағы жалғыз саябақ ретінде қабылданады. Көбінесе бүкіл келушілер, қала келушілері, көптеген қонақтар осы биология орталықтан ең бірінші бізге келіп, біздің табиғатымызды, біздің жануарларымызды, территориямызды тамашалап кетеді. Яғни енді сіздерді де әріптестер келулеріңізді шақырамын, келіңіздер, ғажайып орталыққа, бізбен бірге жұмыс жасаңыздар, табиғатпен бірге болайық. Рахмет, әріптестер. Сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Әріптестер, бүгін менің бірінші бөлім аяқталды. Енді уақыттарыңызды шектетпей, уақыт өте тығыз. Екінші спикеріміз Ахметжанова Айгүл Тоқтарбековна. Тақырыбы развитие детей с особенно образовательной потребностью в дополнительном образовании. Бұл кісіге сөз берейін. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Ахметжанова Айгуль
Токтарбековна, педагог дополнительного образования. И темой моего выступления является развитие детей с особыми образовательными потребностями. Как говорил Василий Александрович Сухомлинский, мышление начинается с удивления. И наш областной детский биологический центр – такой уникальнейший уголок живой природы, красотой которой нельзя не удивить ни взрослых, ни детей. Это можно назвать живой лабораторией под открытым небом. Дети с удовольствием изучают природу. Для них представлены более 100 видов животных и растений. И ведущей целью педагогов нашего центра является развитие исследовательских навыков детей на основе различных форм и методов работы. Это и фенологические наблюдения, опыты, научно-исследовательские работы, экскурсии, тематические мероприятия, конкурсы. В основе практики обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого отдельного учащегося. И, следовательно, обучение проводим таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребенка. Развитие детей с особыми образовательными потребностями в условиях дополнительного образования на базе детского биологического центра предоставляется возможным благодаря большому разнообразию видов животных и растений. Здесь у нас в биологическом центре такие виды отделов, как овощной отдел, дендроотдел, база, полностью, можно сказать, база представлена более 100 видами растений и животных. При общении детей с природой, при контакте с животными у детей активизируются познавательные способности, восприятие, которые стимулируют положительные эмоциональные реакции. Тактильное общение с животными доставляет ребенку массу положительных впечатлений, при котором преодолеваются детские страхи. Результатом занятия можно считать желание ребенка, например, потрогать перышки попугая, погладить кролика или покататься на пони. Одним из видов деятельности детей в детском биологическом центре является исследовательская деятельность, которая основывается на фенологических наблюдениях, на опытнических работах. Дети с удовольствием принимают участие на данных занятиях, полностью погружаясь в процесс исследования, и когда видят результаты своего труда, начинают верить в себя, в свои силы и свои возможности. И что же такое исследовательская деятельность? Что же такое исследовательская деятельность? Под исследовательской деятельностью учащихся понимается деятельность, связанная с поиском ответа на творческую исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной работе. Целью исследовательской деятельности детей является приобретение юнатами навыка исследования как универсального способа познания, активизация личностной позиции в образовательном процессе, глубокое и прочное усвоение учебного материала. Исследовательская деятельность состоит из следующих этапов. Это подготовительный этап, формулирование темы и ее осмысление, установление мотивации к действию, выявление объекта и предмета исследования, формулирование гипотезы. Вторым этапом исследования является этап планирования, определение направления работы, составление программы исследования, определение источников информации и способов ее сбора, определение способов представления результатов, определение методов исследования. Следующим этапом исследования является экспериментальный, предполагает использование основных инструментов исследования, наблюдение, эксперимента, анализа литературы, статистических и опытных данных.
Следующим этапом исследования является результативно-аналитический этап. Анализ собранной информации, формулирование выводов. И пятое, отчетно-презентационный этап выполнения отчета, презентация результатов исследования. Формы организации исследовательской деятельности. Это элементы исследовательской деятельности на уроке, проблемный подход, представление различных точек зрения, их анализ, вывод утверждений, правил, алгоритмов, проведение опытов, экспериментов, наблюдение, поиск закономерностей, доклады учащихся по проблемным вопросам. Следующее – это домашние задания исследовательского характера. Запланированные исследовательские задания на основе спонтанных вопросов учащихся. И я бы хотела представить исследовательскую работу детей кружка «Юные кролиководы» из интерната слабовидящих. Была представлена ими исследовательская работа на тему влияния условий содержания на морфометрические показатели крольчат одного помета, целью которой являлось влияет ли конкретная диета, составленная на основе рекомендаций Московского зоопарка, на морфометрические показатели крольчат одного помета. Юнаты кружка с момента рождения крольчат систематически проводили наблюдения за крольчатами, составляли рацион кормления для крольчат и для лактирующей самки, кормили их по рациону. После наблюдений путем взвешивания контролировали их рост и развитие, а также проводили промеры длины ушей, ступней, передних и задних конечностей. Результаты наблюдений регистрировали в дневниках наблюдений. Исследовательская работа была представлена, именно данная тема была представлена юнатам кружка «Юные кролиководы» Дарибаевой Альбины на региональной эколого-биологической конференции учеников, которая прошла 4 апреля 2022 года в городе Усть-Каменогорске и заняла призовое 2-е место. Дети работали согласно инструктивной карте, проводили наблюдения за крольчатами, определяли форму тела при сидячем положении, какая бывает, округлая или не округлая, определяли массу тела крольчат с помощью весов, каково качество волосяного покрова, блестящее, не блестящее, замеряли длину ушей с помощью линейки, начиная от основания ушей. Определяли, сколько миллиметров составляет длина ступней передних и задних конечностей. Работу они оформляли в виде таблицы. И когда появилось потомство у кроликов, мы провели конкурс на лучшую кличку крольчат, и были выбраны самые лучшие, которыми оказались Том, Рыжик, Снежок и Кнопка. Перед вами юнаты в процессе определения морфометрических показателей крольчат. Они проводили сравнительный анализ всех данных, и результаты были внесены в данные таблицы. В итоге дети провели итоги работы. Подкормка, вывод был следующий. Подкормка молодняка совместно с лактацией положительно влияет на морфометрические показатели крольчат одного помета. И в конце хотелось бы подвести итоги проекта. Мы считаем, что именно степень самостоятельности
является одним из приоритетных критериев диагностики сформированности исследовательских умений и навыков юнатов. В итоге хочется сказать, что в настоящее время качество знаний определяется не количеством умений, а качеством умений и навыков детей. Спасибо за внимание. Спасибо, Айгуль Токтарбековна. Ну а сейчас слово предоставляется заведующей биологическим отделом Ващайкиной Дарье Николаевне. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас минуточку внимания. Я переключусь на демонстрацию экрана. Очень рада вас всех видеть. Итак. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы представляем нашу площадку областной детский биологический центр. И очень много мы будем говорить именно об экологическом воспитании. Ведь в последнее время именно экологическое воспитание признается приоритетом в общей системе воспитания. И его цель определяется именно формированием нового экологического мышления в развитии личностных качеств детей. Роль экологического воспитания определяется тем, что оно является одним из важнейших средств выхода из экологического кризиса, на грани которого сейчас находится наша планета Земля. Ведь сейчас человечество стоит как раз-таки перед выбором стать более цивилизованным, нравственным, более разумным, либо погубить себя и всю жизнь на этой планете. И особенно остро стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе. И кто, как не мы, педагоги дополнительного образования, именно в эколого-биологического направления, можем помочь детям в том, чтобы достигнуть формирования экологической культуры личности и общества. И что сегодня очень важно обратить внимание на проблемы экологии, которая становится все более актуальной. И именно у подрастающего поколения необходимо воспитывать. Это не раз уже подчеркивалось в выступлениях, конечно же, нашего президента. И понимая важность такой поставленной задачи, то есть организациям образования, сейчас проводится определенная работа. И вот такой определенной работы, которую мы проводим у себя на базе областного детского биологического центра, хотела бы поделиться я. Все мы знаем, что дети любят природу, да и мы, взрослые, недалеко ушли от детей. Когда мы выезжаем на природу, когда мы смотрим природные объекты, душа радуется, глаз радуется, да, появляется улыбка на лице. Когда мы посещаем зоологические парки, нам тоже хочется посмотреть на этих животных. Трепет в душе появляется, как я уже говорила, какой-то огонек в глазах и обязательно улыбка на лице. То есть все привлекает нас, все соприкосновение с природой вызывает у нас чувство радости и восторга. И вот это такое стихийное проявление чувств у детей требует постоянного внимания со стороны нас, взрослых. Мы должны развивать, мы должны видеть в детях это стремление и поднимать их на более высокий уровень, на более высокую ступень. И сейчас вот мы с помощью вот нашей зоологической коллекции, о которой уже говорилось ранее, да, именно преподносим эту вот изюминку в наши занятия. Ведь наша уникальность в основном это наша коллекция, как зоологическая, так, конечно же, и флористическая коллекция. Мы учим и воспитываем природой. О том, что здесь мы называем себя лабораторией под открытым небом, где у нас сочетаются традиции внешкольной работы с детьми, с подростками, да, но также и со студенческой молодежью. То есть мы начинаем с самой нижней ступени, да, буквально нас посещают, мы видим, как на слайде эти дети дошкольного возраста, это школьники, это потом уже студенты, которые приходят к нам для того, чтобы, да, писать уже научные проекты и дипломы.
и также взрослое население, которое посещает центр в рамках экскурсионной деятельности. Мы решаем здесь ряд задач, не только экологическое образование и воспитание, и формирование таких межпредметных связей, да, компетенций, обеспечивающих успешность ребенка в будущем, но и гармоничное его развитие, конечно, и социальная адаптация детей. Как вот говорила предыдущий спикер Айгуль Тохтарбековна, что у нас есть дети, которые с особыми образовательными потребностями, которым нужен определенный подход, и у них определенные запросы и потребности, которые мы решаем также здесь. Здесь именно говоря о зоологической коллекции, хочется сказать о том, что наша база центра, она создавалась в результате гуманного отношения к объектам природы, которые попали в беду в дикой природе. И уже сама суть наличия вот именно такого подхода к братьям нашим меньшим, когда дети сами выкармливают этих детенышей, которые остались без родителей, да, у которых какие-то есть повреждения, повреждено крыло, да, или повреждена лапка, и они вот помогают лечить это все, потом выкармливать и воспитывать дальше. Оно вызывает уважение у людей и делает сам центр уже притягательным для посещения. И мы это видим в отзывах. Конечно, сейчас очень много спорных вопросов стоит о том, что вот именно зоологические коллекции, да, или зоопарки, это какие-то звеницы, где животные содержатся в клетках. Бывают такие вопросы, но нет, но хочется сказать, что уже начиная с 19 столетия и до конца 20-го, вот эти зоологические коллекции, они прошли путь от бродячих зверинцев до центров по сохранению видов, каким являемся и мы, потому что у нас содержится 13 видов животных, занесенных в Международную Красную книгу и Красную книгу Казахстана. То есть это очень редкие животные, по которым ведутся программы. Далее хочется сказать, что именно на основе нашей базы, здесь, простите, что-то было, на основе нашей базы мы строим также здесь и пишем научные проекты. И дети ведут эти фенологические наблюдения, они изучают особенности этих животных, да, они вот здесь делают промеры, они изучают, как влияют абиотические факторы, то есть как влияет человек, как влияет именно природа, да, на все, температурный режим, как проходит акклиматизация у этих животных в нашем центре. Также они сами пытаются получить потомство от этих животных путем естественной инкубации яйца тех же павлинов или искусственной инкубации с помощью инкубатора, да. То есть они ведут четкие наблюдения, как мы называем эти проекты, от яйца до птенца. Это детям очень интересно, потому что многие городские дети, они, к сожалению, никогда не видели большинства этих животных, тех же курочек, гусей или кроликов, да. А здесь у них есть уникальная возможность не только их видеть, изучать, да, как на картинках в учебниках, либо в энциклопедиях, но держать их на руках, видеть их каждый день, видеть их изменения, изучать их повадки, их особенности, и потом сводить это все в один научный проект, выступать уже на больших конференциях, на конференциях разных уровней, и именно это уже дает шаг в будущее детям. Мы говорим, что именно фенологические наблюдения – это первый шаг к науке уже идет. Также дети вот здесь сами выкармливают этих детенышей. Буквально недавно к нам принесли оставшихся без родителей после пожаров 2 косулят, которые ребятишки выкармливают в маленькой бутылочке с молочка, так же, как кормила их когда-то их мама, да, или как сейчас мама кормит их младших братишек и сестренок. И они видят, что к этим же животным нужно такое же трепетное отношение, как ко всем людям. Что мы видим сейчас происходит, да? Как просто издеваются над животными, а именно начиная с детского возраста надо воспитывать это гуманное отношение, чтобы потом дети, став они взрослыми, они не стали жестокими не только по отношению к животным и ко всему окружающему, но и к людям, потому что, к сожалению, в последнее время мы видим, что люди поменялись порой с животными местами. Люди, многие, к сожалению, становятся зверьми, по-другому их назвать уже нельзя. Конечно же, и именно вот насыщенность материальной базы центра, да, оно
позволяет знакомить детей с миром природы, не только зоологической, да, но с миром растений, с миром деревьев, да, познавать это, ощущать. У нас есть небольшая также оранжерея наших комнатных растений, где они изучают комнатные растения, экзотические растения. А также они знакомятся с лекарственными растениями, способами их применения в обычной жизни. Это очень им интересно. Многие даже никогда не заваривали чай с шиповником, либо с мятой или с мелиссой. А когда ты собираешь этот гербарий, высушиваешь, да, а потом с детишками еще завариваешь этот чай, делаешь эту чайную церемонию, это вызывает огромный восторг. Но при этом это еще и, конечно же, огромное значение имеет в рамках образования и воспитания у детей. И оно привлекает это все. Это запоминается детям лучше, что они увидели, узнали, пощупали. Тот же аромат они почувствовали, да, что касается растений. Даже вот когда они потрут листик той же герани или листик цитрусового растения и ощутят вот этот вот запах, который истончают они, это очень сильно остается впечатление у детей. А ведь каждое занятие мы должны что-то открывать для детей новое, чтобы дети открывали для себя и познавали новые тайны природы, узнавали об уникальных способностях тех же животных или способностях растений. Посмотрите на фотографиях, на сайтах, да, где есть дети с питомцами либо с растениями, у них всегда есть улыбка на лице, у них вот эта вот искорка в глазах, да, заинтересованность. И когда вот даже они видят изысканное, вот сияющего все цвета радуги надхвостья павлина, или слышат это мяуканье, и не могут сопоставить, что это делает одна и та же птица, вот такая вот красивая, изящная, но издает вот такие вот звуки не совсем приятные. То есть это вот ассоциация тоже очень сильно вызывает такой большой интерес. Или, допустим, удавалось ли каждому, допустим, из нас держать в руках беззащитных и ласковых утят, и видеть, как они вот из этих вот маленьких гадких утят, да, потом превращаются в красивых вот лебедей. А танцы журавлей в их период гнездования, конечно, это великолепные, они великолепны. И пронаблюдать, и пережить эти явления, и многое другое можно в наших кружках, и дети знакомятся с этим. И можно вот такие удивительные факты перечислять еще очень-очень много. И даже можно детям предложить в виде тренинга представить на секунду этот мир, закрыть глаза и представить этот мир без цветов, без пения птиц, без всего живого и без красок. И только тогда, наверное, мы сможем оценить именно все великолепие и пользу этого хрупкого и этого драгоценного дара природы. Творческое использование, конечно, этих биологических отделов и природной среды, в которых расположен центр, а центр расположен у нас в лесопарковой зоне, где мы ребятишками можем ограничиться не только территорией нашего центра, но выходить и за ее территорию, и уже в дикой природе продолжать наблюдение за нашими собратьями, да, за это дикими птицами, дикими животными. Это тоже вызывает очень большой интерес. И вот ежегодно наши ребятишки, я уже говорила, что пишут научные исследования. И более 30 исследований, то есть они выставляют на конкурсы различных уровней, пишут уже заметки филологов, статьи свои. И многие работы, они вытекают как раз-таки из этих самых исследований по изучению природных комплексов при иртыше казахского мелкосопочника, да. Практика вот организации именно занятий с использованием практической базы данных, она создает условия воспитания на принципах гуманного отношения, братья меньше, развития понятия уязвимости природы, а также необходимости проявления воспитания чувств любви к ней, навыков умения воспринимать красоту этой природы, а также необходимости ее сохранения как неоценимого богатства. И именно такое обучение в настоящей школе природы, она позволяет узнать, что все живое, растения, насекомые, звери, птицы, они, даже микроорганизмы, это все поддерживают равновесие в природе. И если хотя бы одно звено из этой неразрывной цепочки пропадает, то глобальной экологической катастрофы человечеству уже не избежать. И мы видим, что мир уже столкнулся с такими вызовами. И поэтому самое важное – это сейчас
Спасибо. Так, ну, коллеги, что-то здесь не выходит демонстрация экрана. Хочется завершить свою презентацию, выступление тем, что действительно самое важное для нас, как для педагогов, это передать нашему подрастающему поколению, молодежи, те знания, которые имеем мы, о том, что необходимо бережно использовать природные ресурсы, о том, что это все, к сожалению, оно в основном исчерпаемо. И то, как мы сейчас рационально будем ко всему относиться, то все останется нашим потомкам, нашим детям, внукам и правнукам. И самое главное, мы сейчас должны научить детей жить в гармонии с природой. Ведь природа – это великий учитель. Она дает нам знания, она воспитывает нас на своих примерах, как правильно жить, как я уже повторюсь, в гармонии вместе с ней. И только так мы сможем видеть наше будущее. Спасибо всем большое.